Телеканал «Осетия» и Рыштун готовится к новому сезону. В эфир выходит более 20 новых проектов. Разнообразная тематика, удивительные гости, интересные судьбы, горячие споры в прямом эфире, путешествия по родному краю, бизнес, медицина, культура и спорт. Для каждого проекта найдется свой зритель, уверены мои коллеги. В горячие цеха и творческие мастерские заглянула Марина Караева. Каждый раз, как в первый, творческий коллектив телеканала «Осетия» и Рыштун готовится к новому сезону. В редакциях активное обсуждение, в монтажных очередь. Задача неизменна – удивить, порадовать, привлечь, удержать зрителя. Меняется не только программа передач, но и время выхода в эфир. Уже полюбившаяся многим программа «Канарейки» теперь «Ранние пташки». У программы новый формат – 3 раза в неделю на русском языке. Один из них для детской аудитории. И 2 эфира на осетинском под названием «Шаумарай-шоу». Это вот какой-то симбиоз тех канарей, которые мы уже видели днем, да, дневное шоу. Ну и добавляются туда какие-то уже более утренние форматы, утренние сюжеты. Вот все то, что нам нужно, когда мы просыпаемся, включаем телевизор, что мы хотим увидеть, услышать, когда мы собираемся на работу, в школу. Ну вот такой какой-то позитивный настрой на весь день. С первого дня в эфире программа «Добрый вечер, Осетия». Теперь ее заменит новая вечерняя смена. Каждый день ведущий с гостями программы обсуждает актуальные проблемы. Программа и на осетинском языке, и Жарырат. Передач на осетинском языке в новом сезоне еще больше. В общей сложности на суд зрителя представят более 20 проектов. Программы будут выходить и на дегорском диалекте. Те программы, которые появятся на осетинском языке, мы сейчас о них говорить не будем, потому что сохраним интригу. Но могу сказать, что они будут познавательные, социальные. Планируем мы запустить образовательный проект в том числе. Но с этим чуть-чуть повременим. Чуть позже будет известно, что именно увидит наш зритель. А мы все-таки немного приоткроем завесу и посмотрим, что же такого интересного происходит в студиях. Сейчас идет запись нового проекта «Андахта». Авторы долго думали над названием. И только после общения с героями поняли, как много рядом людей, судьбы которых переплетены как нити. Наши зрители в этом сезоне станут свидетелями удивительных историй. Контент увеличивается, качество улучшается. К уже полюбившимся «Вокзал для двоих», «Ирон Нива» и «Хочу в Осетию» добавится новая тревел-программа «Путешествие с Тинатин». Корреспондент расскажет о бытии и культуре соседних республик. По словам автора, главная цель проекта – развеять стереотипы о Кавказе и показать, найти друзей можно в любой точке мира. Не случайно наше путешествие начинается именно здесь. Мечеть, сердце Чечни – символ возрождения города и новой жизни. Еще один новый интересный проект «Дело мастера». Он о людях рабочих профессий. Инженеры, зоотехники, агрономы – все, кто внес вклад в развитие нашей республики и о которых должны знать. Например, первым нашим героем стал житель селения Джумара, который сам сконструировал и создал, он работает, гидроэлектростанцию. Вот. Выбор неспроста пал, потому что такие люди уникальные, о них должны знать зрители, они должны знать все. К новым открытиям коллектив идет не торопясь, но твердыми шагами. У зрителей уже есть возможность оценить новые программы. В эфир вышла программа «Улица» с Инной Макиевой. Готовятся и к юбилею Победы. Каждый месяц 9 числа на ТВ сюжеты, гости и разные программы на военную тематику. В этом сезоне зрители вновь увидят проект «Стулья». Ведущие Ольга Абаева и Кирика. Гости программы – блогеры, дизайнеры и музыканты. Именно сидя на этих стульях, творческие люди будут делиться своими интересными историями. Запланированы новые проекты о медицине, бизнесе и кулинарии. Новшества и в новостных выпусках и информационной программе «Ахам Хабарта». Оперативно, интересно, актуально. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки в эфире телеканал «Осетия» и Рыштун. Мы делаем национальное телевидение. Марина Караева, Алан Суанов, Диана Кабалотти. Новости Осетии.